Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Life. И сегодня мы с вами гадаем на замечательную тему, какие перемены в личной жизни вас ждут в ближайшие 3 месяца. Причем эти 3 месяца, естественно, отсчитываются с момента вашего просмотра этого видео. Если вы слышите цоканье, шебуршание, хрюканье и лай, это моя собака Демид. Это мопс. Не обращайте внимания, очень вас прошу. И участвовать у нас будет 3 пасьянса, замечательные 3 пасьянса, они все связаны с личной жизнью. Вы выберете тот, который вам по душе приглянулся, который, да, одна из 3 позиций. И также помогать будет Таро Идиллий, замечательная колода Таро. Итак, давайте обозначим наши позиции, да. Первая позиция – это вот такой великолепный Дед Мороз. Вторая позиция – это снеговик, такой вот веселый, да. И третья позиция – это белый медведь в шаре. Вот такой вот интересный белый медведь, тоже в новогоднем стиле. Ну, видео вы можете смотреть и не зимой, и не в Новый год, и вообще в любое время года. Главное, что если вы его открыли, вот с того момента как бы и отсчитываются эти 3 месяца. 3 месяца. И давайте тогда начнем с самой первой позиции. Я буду выкладывать пасьянс. Мы будем смотреть, какие карточки совпали. Совпадают только соседние карточки, да. Вот эти пока я убираю в сторону пасьянсы. 2 последних пасьянса убираю в сторону. И буду выкладывать самый первый пасьянс. Дед Мороз. Дед Мороз. Итак, какие перемены в личной жизни у вас будут в ближайшие 3 месяца? Давайте размешаем тщательно этот пасьянс. Сосредоточимся, да, сосредоточимся. Тщательно тасуем маленькую колоду. И все, и вот так хотя бы как-то снимем, да, 3 раза. И смотрим, что у вас там в личной жизни будет происходить. Этот пасьянс на 20 карточек, поэтому я его буду выкладывать. 5 карточек в ряду, 4 ряда, да, 4 ряда. Сейчас немножко подвину тут все, потому что я чувствую, что он покрупней такой, да, пасьянс, и не влазит. Поэтому вот так чуть подвинем. Так, ну Дед Мороз-то должно быть видно, да? Вот так сделаем. Надеюсь, все видно. Вот. Так. И сразу будем смотреть вообще, что совпадает. Да? Сразу будем смотреть, какие карточки, может быть, соседние совпадают в символы. Вот этот пасьянс, он похож такой на детский, он очень позитивный и веселый, интересный. Ну, по крайней мере, зато радует глаз. Да, радует глаз. Так, ну тут вот на тортик похоже, да, что тортик совпал. Видите? Однозначно. Совпал тортик. Так, смотрим, что еще совпало. Что совпадет еще, да. Так. Тут нужно быть внимательными. Я, может быть, сразу не увижу, но увижу в процессе, да, в процессе. Так. Но это вот именно гадание для любителей пасьянсов, потому что это такое монотонное гадание немножко. Сначала не активное, но активное потом. Уже, да, когда мы разворачиваем события, смотрим, что там на Таро. Так. Ну вот оглядывать сейчас буду, смотреть, что совпало еще из того, что мы не заметили, да. Потому что тортик-то мы заметили, а остальное пока вот я еще не вижу.
тут нужно рассматривать. Ну вот, вижу ягодку. Вижу ягодку. Ой. Так, ягодка совпала. Как красивая. Что еще мы тут видим с вами? Духи или пузырек, да? Я это называю флакончик ведьмы. Видите, какой в виде сердечка. У меня тоже есть флакончик ведьмы, но в виде такого более другой формы, не сердечко. Такой кулон его носят на шее, и там может быть колдовское зелье, могут быть духи, да. Так, ну что еще? Что-то еще есть? Ну, я вижу вот еще ежедневник. Да, записная книжечка тут выпала. Так. Смотрите, уже сколько всего набралось, да? Сначала казалось, ничего нет, а сейчас уже столько символов. Так, нашла еще вот спящего на облачке единорога. Единорог — это вообще, сами знаете, символ прекрасный. Спящий на облачке единорог — это вообще великолепно. Такой милашка, да, девочка-милашка. Так, какой еще сюрприз преподнесет этот пасьянс? Смотрим. Я вот еще, нет, карета не совпала. А колечко? Нет, колечко тоже не совпало. Так. Прям мне даже заинтересовало, что сначала я этого всего даже не видела, да? А оно потом. Ну вот пока больше я вроде бы ничего не вижу, если честно. Я вот все как бы так просмотрела. Ну и так много символов совпало, конечно. Итак, начнем с самого первого символа, с нашего тортика. Вообще тортик этот, он означает, что у вас с кем-то будут очень, такие приятные отношения в ближайшие 3 месяца. Но как бы этот человек, он будет всячески вас пытаться, усладить, да, это называется. То есть всячески перед вами может горцевать, там, делать комплименты, звать на свидание, делать подарки, проявлять инициативу, понимаете? Именно вот какие-то такие отношения, где человека может быть слишком много. Слишком этот человек даже может показаться вам вот навязчивым. Вот кому-то это понравится, не хватало внимания, да, в жизни. А кому-то покажется, что это чересчур. Ну вот давайте развернем этот момент, конечно, на картах. Отшельник. Этот человек приходит к вам, это мужчина. Если вы женщина, это мужчина. Если мужчина, вы, да, то к вам такая женщина одинокая приходит. А если вы женщина, к вам приходит мужчина, который не был в отношениях одновременно с вами, например, или не был совсем недавно в отношениях до вас, допустим. То есть это человек, который никому не привязан на сегодняшний день, и он приходит в вашу жизнь. По сути, тортик — это какие-то, чаще всего новые отношения или отношения все-таки обновленные. Почему? Потому что человек всячески перед вами стелится. А это значит, что хочет завоевать доверие, завоевать вас, естественно. И как-то сделать так, чтобы вы были расположены. А свою зависимость он именно так и проявляет, что он никому не привязан, он привязан именно к вам. И это бывает чаще всего в начале отношений. Раньше у этого человека были в жизни большие травмы. Может быть, тяжелый развод, расставание, его бросали, да? Он пережил ужасные проблемы. И, соответственно, сейчас он не хочет просто терять кого-то или там какие-то отношения довольно серьезно настроен, понимаете? И, соответственно, он и пытается, этот человек, добиваться того, чтобы вы совершенно точно никуда не ушли. Но вам это может внимание такое показаться несколько навязчивым. Я могу так сказать. Вот этот единорожек, который спит.
Он показывает, что, по сути, какое-то желание исполнится ваше в любви в ближайшие 3 месяца. Но и знаки, и через сны, естественно. Давайте тут на картах тоже разбирать, потому что вот этот знак, он показывает, что, может быть, именно про любимого человека. Во сне что-то можете увидеть. Может быть такое, что знак перед знакомством через сон идет. Вот. Но я здесь как вижу? Тройка жезлов, рыцарь пентаклей и колесница. Человек может явиться вам во сне перед тем, как вы с ним познакомитесь, потому что он находится на расстоянии от вас. Либо, если вы сейчас даже в отношениях, то человек, который у вас есть в отношениях в личной жизни, он может куда-то съездить и приехать, или, ну и вы об этом как узнаете интуитивно, да, или вы вместе можете куда-то отправиться в путешествие в ближайшие 3 месяца, но перед этим вы как будто этого будете очень желать, и как это именно исполнение вашего желания. Понимаете, именно исполнение желания. То есть либо исполняется ваше желание о знакомстве с новым человеком, да, либо именно совместная поездка, или что он приедет, встреча. Но именно падает дорога. Причем раньше как будто бы какое-то промедление было из-за этой дороги, а сейчас она в ближайшие 3 месяца реализуется. Или совместная поездка, ну, допустим, знакомство с родителями, да, или еще что-то такое. Хорошо. Хорошо. Вот я здесь вижу вот книга, ежедневник, да, и так далее. Это все-таки символ, который показывает, что у вас не только будет физическое влечение, а еще и совместное увлечение, духовное влечение друг к другу. Иногда даже бывают сходные профессии с человеком, да, в будущем, или какие-то совместные дела. И видите, еще как бы королева кубков, королева жезлов и 8 мечей показывают по поводу вот этой книги именно, что идет ситуация, как бы какая-то женщина в ближайшие 3 месяца, она будет про человека, с которым вы будете в отношениях, вам что-то рассказывать, а вы будете делать выводы. И вот это повествование, оно не будет совсем-то вам до конца нравиться, да? И вы будете понимать, что, может быть, хотят внести раздор, может быть, хотят показать не лучшую его сторону, для чего-то. И также эти карты, они могут показывать, допустим, если вы женщина, и у вас будут отношения, вы не сразу понравитесь его матери, или у вас вообще сложное отношение с матерью-партнером, что тоже тут может быть, да, и, соответственно, вот вносит свои коррективы. Ну, и, естественно, у вас-то с ним духовная близость, у вас-то с ним вместе общие тайны, и вы не хотите от кого-то узнавать его секреты. А книга, она часто показывает именно раскрытие информации. И, соответственно, получается так, что вы эту информацию все равно получите насильно, но не делайте из нее плохих выводов, потому что вы так можете и рассориться, зачем вам это надо. Но я вижу по 8 мечей, что вы будете помалкивать, какую бы информацию вам не дали. Если даже вы мужчина, какая-то подружка может влазить или мать вашей партнерши, что-то про нее нелицеприятное рассказывать, не слушайте, просто не слушайте. Хорошо, какие еще перемены в личной жизни у вас будут в ближайшие 3 месяца? Духи. Духи вообще это такой символ очень приятный и интересный. Он показывает подарки, знаки внимания, покупки совместные. Это когда люди иногда прям вплоть до того, что готовятся к свадьбе, к браку. Да? Если вы уже замужем, женаты, просто совместные покупки крупные могут быть. Ну, давайте развернем. Вот именно как приобретения какие-то. Раньше не могли себе позволить этого. Не вы, либо вместе не могли позволить. Потом идет победа над жизненными обстоятельствами, причем отстаивать приходилось. И, естественно, соответственно, сбывается то, о чем мечтали, что вы задумывали купить или подарить друг другу, или вот как-то, вот, может быть, приобрести вместе, да. Но карты здесь очень все и символы хорошие выпали. Несмотря на то, что кто-то попытается что-то сказать, но это не важно. Важно то, что рядом с вами человек, который терял в жизни, у него есть опыт, но
вы можете быть в серьезных отношениях с этим человеком, и довольно-таки даже знакомство с близкими, с родителями, и совместная поездка, и совместные покупки. Поэтому здесь хорошие отношения, серьезные отношения, перемена в личной жизни именно в плане, в сторону серьезных, долгосрочных, хороших, крепких отношений, гармоничных. С кем бы вы сейчас не были, улучшатся отношения или новые отношения хорошие. Тут совершенно точно пасьянсы карты вам пообещали. Ну, такая первая позиция. Первая позиция. А мы перейдем сейчас к позиции номер 2, конечно же. Номер 2. Собираем наши карты, пасьянс, все собираем, да. Убираем. И продолжаем наш разговор со второй уже позиции. Наш снеговик. Снеговик. Такой симпатичный, да, снеговичок. Надеюсь, вам его хорошо было видно сейчас. Я такая показушница. Так, смотрим пасьянс. Этот пасьянс раскладывается 4 карты в 4 ряда. Он такой, немножко его трудно тасовать. Давайте его все равно вот так всяко помешаем. Вторая позиция. Перемены в личной жизни. Ближайшие 3 месяца. Когда бы вы не смотрели. Да? Ну, это очень такой интересный пасьянс, вы знаете. Такой любовный прям весь. Ну, это все любовные пасьянсы, настроены именно на личные отношения, показать личные отношения. И вот какие у вас перемены будут в личной жизни в ближайшие 3 месяца. Давайте смотреть, выкладывать, конечно, здесь. Но это такой вот пасьянс со сценами, поэтому я так буду, вы знаете, выкладывать и смотреть, конечно, тут повнимательней, потому что не так-то просто эти сцены совмещать. Поэтому я буду посматривать посильней, тут немножко посильней, подольше иной раз. Не обращайте, если что, внимания. Так, все равно тут надо как-то, да, вот, чтобы все символы-то мы захватили. Вот пока не вижу, продолжаю. Вот тут мужчина, 22-й, видите, мужчина. Так, что еще тут есть у нас? Давайте глянем. Пока не вижу, пока не вижу. Но я все равно еще буду смотреть, конечно. Просто вот пока не вижу. Так. Демид уже храпит сегодня. Все, он спать лег, конечно. Переутомился товарищ. Если вам слышно храп мопса, не обращайте внимания. Этот товарищ любит похрапеть. Так. Ну вот сейчас я их довыкладываю и смотрю. И смотрю еще, какие совпали. Вот тут само совпало. Обнимаются, видите? Не просто так, да? Само совпало. Это очень хорошо. Это хороший знак, когда вот так совпадает без того, чтобы мы крутили карточки, а именно само. Это вот очень важный момент. На него обратите внимание, когда будем трактовать. Так. Что тут еще у нас? Кого-то все-таки вы обнимете, мы уже это поняли, да? Вот смотрю, что еще могло совпасть. Тут много разных сюжетов личной жизни. Так, ну вот вижу я еще совпало тут, оказывается, смотрите. Так. Такой 6-й сюжет. Видите? 6-й сюжет. То есть у нас вот 32-й сюжет, 22-й, 6-й сюжет. Интересно. Так. Получается, что еще надо смотреть. Вот я вот пока не вижу, конечно, пока не вижу больше совпадений.
потому что тут, ну, конечно, сложно, но только вот желтый. Но вот нет, ведь нет. Я не вижу показов. А этот, ну-ка. Этот ведь тоже нет. Нет, тоже нет, видите. То есть вот верчу, кручу, запутать хочу, это называется. Но я вот больше пока не вижу здесь. Давайте пока разберем то, что уже совпало. Потому что я здесь вижу, вот первое сразу, 22-й вот этот сюжет, да, что у вас, если вы женщина, в ближайшие 3 месяца будут отношения с шатеном. Может быть, это мужчина с рыжеватым цветом волос, может быть, это шатен, может быть, у него просто как коричневые волосы или какие-то конопушки чуть-чуть, веснушки, да? То есть все равно намекает на образ вот такого мужчины. И вообще, может просто говорить, допустим, просто говорить этот сюжет о том, что у вас будет мужчина, молодой человек в ближайшие 3 месяца обязательно, рядом человек. То есть это уже здесь железно, совершенно точно. Вы с кем-то будете в отношениях. Это факт. И давайте развернем немножко на картах этого человека, да. Ну, неважно, вы сейчас в отношениях или нет. То есть, допустим, мы гадаем и спрашиваем, какие перемены будут в личной жизни. Может быть, это новый человек, может быть, это налаживание отношений с человеком, с которым вы сейчас, да, в каких-то отношениях непонятных. Может быть, это просто продолжение отношений. Вот я здесь как вижу? 2 пентаклей, иерофант и 7 пентаклей. Показывают, что может быть это отношения у учителя и ученицы. Если вы мужчина, вы явно в ком-то заинтересуетесь в ближайшие 3 месяца, или рядом женщина, но отношения, вот видите, 2 пентаклей, да, сначала непонятные. Или в них есть проблема выбора, или какие-то качели с этим человеком. Неважно, с мужчиной, с женщиной, да, с человеком. И, естественно, идет ситуация, когда этот человек, вот, ну, не знаю, он для вас какой-то как учитель, духовный учитель, может быть. Может быть, это кто-то, кто является для вас коллегой по работе, начальником. Может быть, это просто вот жизненный кармический человек-учитель. Соответственно, перспектива брака есть, или это ваш брак, да? И, конечно, такие карты, как 7 пентаклей, она показывает, что вы дожидаетесь своего урожая в этих отношениях. То есть вкладываете сначала энергию в эти отношения, да, длительно вкладываете, а потом получаете некий результат. Соответственно, сначала нужно над этими отношениями потрудиться и поработать. Но явно в ближайшие 3 месяца рядом с вами есть кто-то, человек, да, для отношений. Ну, давайте так вот немножечко хотя бы карты сбоку я раскладывать буду, чтобы и вам их, ну, вот эти вот карты отработанные, так скажем, было видно все-таки. И мы бы дальше по сюжетам шли, да. Я здесь что вижу? Я здесь вижу 6-й сюжет. Он показывает, по сути, что есть какая-то светская жизнь в отношениях, что люди не просто-то так вместе, вот знаете, как с бухты-барахты, да, а им вместе еще и выгодно как-то быть. Что есть пара, в этой паре люди знают, что каждый вкладывает по-своему в эти отношения, каждый что-то несет свое, да, нужное, но и в то же время в социальных слоях эти люди не на последнем месте. Им нужно как бы показывать другим, да, эту пару, свой авторитет друг перед другом и перед другими людьми. Да. И, естественно, это как бы люди, вращающиеся, может быть, в высшем обществе. И богатство, допустим, и процветание здесь тоже не на последнем месте, понимаете? Поэтому давайте вот все-таки ваши отношения еще чуть-чуть в этом плане развернем. То есть, может быть, у этой пары просто появляется в ближайшие 3 месяца больше денег. Или, там, допустим, мужчина в этой паре больше зарабатывает, да? Вот видите, маг, 6 мечей и рыцарь кубков показывают действительно рост какого-то благосостояния пары, рост финансового благополучия. Соответственно, и отношения после этого укрепляются. Здесь будет совместная поездка. Вот как раз-таки, может быть, по рабочим светским делам.
Здесь пара такая элитная, я бы сказала, у вас будет в ближайшие 3 месяца. И может в этом и перемена, что вы чувствуете себя более такими раскрепощенными в высшем обществе, да? Обретаете совместно богатых друзей, знакомых, ездите куда-то, может быть, в страны в какие-то, где вас больше там за эти поездки тоже как-то люди ценят, уважают, можете и людям рассказать о своих приключениях, да? То есть карты именно такие. Может быть, будет любовная поездка, совместная поездка, но все-таки с какой-то и экономической пользой, понимаете? И, соответственно, здесь вот совместные приключения. Ну, а по 32-му сюжету, что они обнялись? Ну, обнялись, потому что мирятся, да? И, соответственно, значит, будет и конфликт какой-то. Давайте разберем и этот момент. То есть, мало того, у вас будет пара однозначно в ближайшие 3 месяца, да? Но еще и некий все-таки конфликт здесь присутствует у этой пары. Ага, 10 жезлов. Кто-то из вас скажет, что мне из-за денег тяжело. У меня есть денежный финансовый кризис, и я не хочу поддерживать отношения из-за денежного финансового кризиса. Но мы теперь цепочку событий выстраиваем. Мы понимаем, что идет ситуация подъема-то почему финансового? Это будет как раз-таки после вот этот финансовый подъем. Мы и символы так находили, вот заметьте. Мы сначала нашли рыжего парня, а потом мы нашли все-таки, как они обнимаются, а потом уже только вот эту пару. И так и есть по порядку, да? Как мы их находили, что идет 10 жезлов, 4 пентаклей, башня, мол, у меня ограничено в средствах и слишком много обязанностей. Я не знаю, как мне поддерживать отношения, как мне быть, я в кризисе, да, и начинаете вместе-то вы из этого кризиса выплывать. И действительно поднимается материальный, ну, как сказать, материальный уровень пары до хорошего какого-то уровня. И поэтому идут совместные приключения, поездки, какой-то заработок. Может быть, у вас будет общий бизнес с человеком или общее какое-то дело, понимаете? То есть не просто так вот, допустим, люди вместе и все, а имеют какие-то общие бизнес-дела или какие-то, ну, как помощь оказывают друг другу в работе, в том, чтобы вылазить из каких-то там, ну, приключений денежных. И более того, идет именно сильный рост благосостояния друг с другом. Может, вы и нужны друг другу, да, для того, чтобы простимулировать к росту не только в личной жизни, а еще во всех сферах жизни. Я это здесь вот так вижу. Ну, вот такая вот у нас вторая позиция. Хорошая позиция, она мне понравилась, несмотря на то, что я мало нашла знаков, да, может, вы там какие-то еще увидели, пишите, номер говорите. Но я пока не вижу, если честно, еще каких-то знаков. Вот. Ну, в любом случае, то, что я увидела, мне очень понравилось. А мы перейдем к третьей позиции, к третьей. Перемены в личной жизни в ближайшие 3 месяца. Давайте посмотрим сейчас с вами. Все узнаем про вас, всю вашу подноготную, да. Наш белый мишка. Белый мишка. Сюда вот кладем. И вот тот пасьянс такой очень интересный. Тоже. Давайте перемешаем его тщательно. Под храп Демида дружный. Перемешиваем. Вот видите, тут прям свадебные кольца на пасьянсе, да? Может, это вас и привлекло. Так. Хорошо, сейчас перемешаем это все дело. Снимем. И начинаем. Здесь в пасьянсе 20 карточек, поэтому я буду выкладывать по 5 штучек в ряду. 4 ряда, да? 4 ряда. Вот пока я ничего не вижу символов совпавших, конечно, каких бы то ни было. Ну вот, смотрите-ка. Нет, я увидела. Фен. Так. Мы смотрим перемены в личной жизни в ближайшие 3 месяца, да? Что еще? Сердечко. Сердечко. Так, тут у нас как-то вот прям живенько пошло с первых этих.
Может, дальше меньше будет, конечно, но сейчас прям совпадало, да? Так, так, так. Ну вот пока не вижу больше. Может быть, потом увижу, чуть попозже, да? Чуть попозже. Сейчас пока не вижу. Так. Свеча. Свеча явно. Свечу вижу. Свечу вижу. Так. Ага, голубок. Такой красивый прям. Голубки, 2 голубка, естественно. Будете как голубки, да? Порхать. Как голубки будете порхать. Когда-нибудь я надеюсь, что у меня Демид тоже женится. Но это будет, наверное, не скоро. Демид — это мой мопс. Так, который храпит, как лошадь сейчас. Так, ну я пока больше не вижу. Ну-ка, смотрим внимательно. Ищем совпадение. Без совпадений нам никак. Вы это должны знать, что без совпадений мы отсюда не уйдем. Да? Вот я очень... До этого у нас уже много, конечно, совпало. Мы уже точно не уйдем без совпадений. Ну вот. Сейчас смотрю перо. Перо. Снежинка нет, не совпало. А у пера я не вижу кончик. А, вон оно, нет, тоже не совпало. Так. Духи. Духи. Вон, духи. Вот такие красивые духи. Интересные. Старинные. Старинные. Так, кольца у нас пока не совпали. Двери не совпали. Чемодан тоже. Но вот пока больше не вижу я. Я еще вижу зеркало. Вот, нашла зеркало. Но оно... Тут, если его совпадает, чтобы оно совпало, то голубков надо нарушить. А я голубков пока не хочу нарушать, но мы его иметь в виду будем, да? Иметь в виду это зеркало будем, естественно. Ну вот, больше нету. Нет, нашла, смотрите-ка, нашла. Телефон еще нашла. Видите как? Вот чуть-чуть повнимательнее посмотришь и начинаешь находить эти знаки. Потому что это вот, оно всегда так. Ну, вот смотрите, давайте собирать наш сюжет по трактовкам. Все начнется явно с телефонного звонка или сообщения. Вот если даже вы сейчас, ну не знаю, в отношениях, не в отношениях, да, ну, по крайней мере, те, кто не в отношениях, явно вот с кем-то или переписываться будут, или им кто-то позвонит. Потому что прям телефон, он первый у нас в пасьянсе все равно стоит. И вы будете собираться вот куда-то, то есть вас позовут именно. Либо в сообщении, либо в звонке, но вас куда-то зовут. То есть противоположный пол явно. Мужчина, женщина, то есть смотря кто гадает, да. И вы собираться будете, вот фен, да, сборы идут на свидание, на встречу. А сердечко показывает, что вы будете идти по пути своего сердца. То есть это большая любовь. У вас в ближайшие 3 месяца именно большая любовь, встреча с большой любовью. Но перед этим как позвонили и пригласили, или написали и пригласили. Вот по сути зеркало-то и показывает, что нужно к человеку очень внимательно приглядываться. То есть не просто так этот человек, вот, да, вот, ну, не сразу доверяйте. Потому что будете сразу доверять, можете, ну, сами же этим и разрушить вот своей лишней доверчивостью отношения. То есть не надо нарушать свои границы сразу, не надо торопиться в отношениях никуда. Приглядитесь к человеку,
Более того, голубки показывают, что обязательно нужны свидания, совместные фотографии. То есть это понятно, что вы будете все время вместе, как два голубка. Вот в эти ближайшие 3 месяца прям идиллия идет, и идет очень много встреч, каких-то свиданий, да. Вот всего-всего много наваливается, ну, различных событий именно в связи с этой парой, именно в связи с вашими отношениями с этим человеком. И вот пасьянс-то и просит, что не нужно слишком торопить события, а приглядеться к этому человеку. По символу духов, да, будет постоянная работа над этими отношениями, подарки. Не только со стороны этого человека, и с вашей стороны тоже. И более того, свеча показывает, что вы постараетесь звать этого человека к себе домой, или даже, может быть, жить с ним, чтобы показать себя, насколько вы хорошо умеете создавать атмосферу любви в этой паре, в своей личной жизни, что человек может только вами восхищаться. Да? Давайте на картах развернем наши символы. Вот по поводу звонка особенно мне интересно здесь. По поводу звонка. Вот да, идет рыцарь жезлов, король кубков, ну и 5 жезлов. Вот как будто бы, если вы знакомы с этим человеком, то раньше вы ругались. То есть, если это не законченные какие-то отношения или продолжающиеся отношения, или которые вы хотите вернуть, то вы раньше ругались. Это мужчина. Если вы женщина, это мужчина. Если мужчина, вас это очень возбудит, звонок женщины или ее письмо. Но тут, конечно, больше женщин гадают, да, и перемена-то в личной жизни начинается с того, что вот резвый он, насколько идет инициатива с мужчины со стороны, что именно звонок или письмо, как вот объявляется человек, может издалека, но вы раньше с ним ругались. Если вы это совсем новый знакомый, то с таким ядреным характером, конфликтным несколько, я бы сказала. Или ревнивый человек, очень ревнивый. Ну вот дальше вы собираетесь на свидание, как оно пройдет, да? Ну тут сильное такое свидание любовное. Вот. Даже закройте глаза на все недостатки, потому что будет тянуть невероятно сексуальная страсть. И тут прям эротичная такая влюбленная карта. Она четко показывает, что у вас сильное притяжение будет. И вот почему и сказали эта карта, и пасьянс сказал, ну не торопитесь прям на первом свидании даже целоваться. Вот ни в коем случае, даже если это свидание после примирения, постарайтесь поддержать человека на расстоянии. Хотя вот тут, видите, прям любовь большая. Большая любовь всегда дарит большие разочарования. Идет опять конфликт с мужчиной. Опять идет конфликт в паре. И, соответственно, что-то было нехорошее с этим человеком в прошлом однозначно. Будет лучше в ближайшие 3 месяца. Какое-то идет улучшение. Если это новый человек, он когда-то с кем-то расстался из-за своей конфликтности и очень из-за этого переживает. Из-за своего гиперконтроля. Из-за того, что он очень властный. Будьте осторожны в этом плане. Хорошо, по поводу совместной жизни по свече, да, все-таки будет спешка в плане того, чтобы жить вместе или проводить как можно больше времени в одном помещении. И придется притираться друг с другом-то. Идет ситуация, когда характеры ого-го у каждого. И нужно будет время, чтобы притереться, чтобы смириться с недостатками друг друга. Хотя, правда, будете очень много вместе времени проводить. По поводу ваших ему подарков этому человеку. Вы сначала не захотите, но потом у вас будет соблазн именно дарить подарки. Потому что вы увидите, что этот человек больше расположен, когда вы к нему сделаете что-то приятное, подарите подарок. Хотя сначала вы будете этого не хотеть. А потом просто вот как-то душа у вас так раскроется, что вы решите делать ему иногда приятные презенты. То, что вы как голубки, это действительно для вас будет сначала как подарок прямо с небес, да, а потом повешенный с королем жезлов, которые показывают, что еще и какой-то мужчина может вмешиваться в эти отношения. Ему покажется ваша идиллия в паре довольно неприятной, и он попытается вставить палки в колеса. Поэтому будьте осторожны, если вы мужчина, это ваш соперник. Если вы женщина, это соперник вашего нового человека или там человека, с которым вы продолжаете отношения.
Он будет не согласен с тем, что вы тут в отношениях, этот человек. У вас идет такая, извините, ситуация, да, что хоть до свадьбы может дойти, но есть люди, которые против этих отношений. И особенно мужского пола. Поэтому будьте аккуратны. Что с самим человеком, потому что у него характер ядреный, что с теми, кто все-таки против ваших отношений. Ну, вот такая у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть наш канал Live. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. И также на канал Школа Таро Альвиен и гадание, заговоры, ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч.